Уважаемые коллеги, меня зовут Бачурина Елена Валерьевна. Я работаю музыкальным руководителем в детском саду номер 65 общеразвивающего вида в городе Ухта. В названии темы моей презентации я намеренно допустила ошибку. Ребята, давайте петь громче. Громче? Вы серьезно? Разумеется, такая постановка певческой задачи просто недопустима. А вы сталкивались с такой проблемой? Доводилось ли вам слышать подобные требования педагогов во время не очень дружного пения детей? Как вы думаете, почему это происходит? А ведь именно в дошкольном возрасте создаются условия для получения детьми удовольствия от музыкальной деятельности и общения, которое ее сопровождает. Помимо этого, в процессе пения у детей формируется много личностных качеств. На это и должна быть направлена организация образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным стандартом. И сегодня я хотела бы поговорить о том, как с помощью вокальных упражнений мы, педагоги, можем помочь своим воспитанникам развить вокально-певческие навыки, при этом укрепляя их голосовой аппарат. Для обучения физиологическим принципам в работе голосового аппарата музыкальные руководители, педагоги-вокалисты используют методики, которые направлены на оздоровление и укрепление голосовых связок детей в процессе подготовки к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Голосовой аппарат дошкольника хрупкий и нежный, в силу того, что его формирование в целом происходит лишь к 7 годам. И это необходимо учитывать педагогу во время певческой работы с детьми. Говоря сегодня о системе работы по развитию певческих навыков у дошкольников, возникает вопрос, а достаточно ли 2 занятий в неделю для формирования и закрепления этих навыков у детей? Конечно, нет. Поэтому нужно строить работу в 3 следующих направлениях. В ходе образовательной деятельности с детьми необходимо соблюдать следующие правила. Всегда ставить перед детьми конкретную учебную задачу, объяснить, что они должны сделать, показать способ выполнения действия, пояснить, то есть использовать принцип «делай, как я», неоднократно повторять упражнения для усвоения умений, транспонируя его с этой целью вверх или вниз, или видоизменяя задачу, постоянно контролировать выполнение детьми вокально-артикуляционного упражнения, чтобы у детей появился навык его выполнения, ну и, конечно же, по возможности включать вокально-хоровые упражнения в каждое музыкальное занятие. Помимо образовательной деятельности, работу по обучению певческим навыкам я продолжаю в кружковой работе. Результатами реализации программы дополнительного образования «Подпевайка» стали выступления моих воспитанников в фестивалях, конкурсах, где они неоднократно становились победителями.
И сегодня мне хочется познакомить вас с приемами и упражнениями, с помощью которых я помогаю своим детям отыскать, укрепить и развить певческий голос в себе. А чтобы усилить образное восприятие, все упражнения я объединила сказочным сюжетом. Мне будут помогать герои сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Пение на звук «м» – своеобразная подготовка, настройка голосового аппарата, при котором дети, проводя пальчиками вдоль носа, могут ощутить звуковую вибрацию собственного голоса, а звук, естественно, направляется в верхние резонаторы. Буратино смелый очень, страшно всем, а он хохочет. Активизируя выдох звуком «х», мы помогаем ребенку осознать, как сила звучания его голоса может зависеть от дыхания. Чтобы ощутить, как животик толкает руки с каждым выдохом, необходимо руки ребенка расположить на животе. А упражнение на использование согласных звуков «ч», «ш», «ф» направляют поток воздуха в передние зубы, активизируют и тренируют мышцы живота и диафрагмы. Храп Карабаса-Барабаса – это не что иное, как веселая игра, которая может помочь детям найти и ощутить работу мышц живота во время вдоха и активного выдоха. И здесь важен контроль осознанного выполнения упражнения, чтобы во время вдоха мышцами живота мячик приподнимался, а на выдохе во время изображения звуков храпа втягивался. Дети с удовольствием изображают, как Карабас поет страшную песню. Это вариант упражнения «Страшная сказка». Фрагмент этого упражнения в исполнении самого автора Виктора Вадимовича Емельянова мы увидим далее, а полную версию этого упражнения вы можете увидеть, перейдя по ссылке на этом слайде. Ну вот, например, следующее упражнение называется «Страшная сказка». Для исполнения этого упражнения надо проткнуть щечки пальцами. Причем надо следить, что дети могут просто упереть пальцы в нижние зубы и держать их так. А надо, чтобы изо рта получилось что-то вроде восьмерки. Вот так. Сделать лицо очень страшное или испуганное. То есть мы рассказываем страшную сказку. И звучит это так. У, уо, уа, уаэ, уаэ, Вот такая страшная история. Испуганные личики, ладошки пальчиками лежат на щечках. Это куклы Карабаса-Барабаса помогают детям контролировать активную артикуляцию и формировать округлый звук. В дальнейшем этот прием можно использовать при работе над любым песенным репертуаром. Ручки опустили, и теперь сами ручки нам не помогают. Ротик открываем сами, так же хорошо. Улыбка.
Следующие упражнения направлены на ощущение работы диафрагмы, поддержку столба дыхания во время пения. Дети могут почувствовать вибрацию губного резонирования во время произнесения звука «в» с полусомкнутыми губами. Руки у детей располагаются на грудной клетке, большие пальцы направлены назад. Дети должны почувствовать, что их животик во время выполнения этих упражнений упругий и крепкий. Чтобы разнообразить певческие упражнения, на своих занятиях я использую обычный мяч. С силой сдавливая мяч, мы активно подключаем в работу мышцы живота и диафрагмы во время пения и отрабатываем одновременно плотный звук при мягкой атаке. При этом не забываем напоминать детям про артикуляцию и округлость звука. Делаем вдох. Мячик, мячик, Животик открываем. мячик мой. Не забывайте на мячик давить. Дальше вдох. Звонко, звонко, звонко. Ой. Для тренировки объема легких, длительного выдоха я использую на своих занятиях коктейльные трубочки. Это в немалой степени увеличивает и концентрацию самого ребенка на качестве звучания. А при выполнении длинных выдохов следует непременно контролировать количество повторов, чтобы исключить возможность головокружения у детей. В процессе певческой работы тоже необходим отдых, чтобы помочь ребенку освободить, расслабить мышцы плечевого пояса. Во время выполнения упражнения «Пьеро плачет» дети слегка наклоняются вперед, свесив руки свободно вниз, и не только голосом, но и мимически изображают страдальческое настроение Пьеро. Попевки с использованием дыхательных упражнений можно использовать в качестве распевок, чтобы закрепить навык певческого дыхания, подготовить голос к дальнейшей работе. Разучив упражнение «Мальвина нюхает цветочки», я предлагаю детям самим загадывать мелодические загадки. А я тем временем могу оценить чистоту интонирования каждого загадывающего. Будьте внимательны, девочки. Даже не поторопилась, не все успели понюхать этот цветочек. Умницы, присаживайся, пожалуйста. У каждого педагога существуют свои методы и приемы обучения детей пению, но все они опираются на общие принципы и этапы вокально-певческой работы. Несомненно, любые упражнения дают результат, если пользоваться ими регулярно и последовательно. А красота певческого исполнения зависит от множества компонентов, от тембра, диапазона, умения пользоваться дыханием, артикуляцией, эмоциональностью, от чистоты интонирования и ансамблевых навыков. И в завершении я бы хотела вам пожелать, чтобы ваши дети пели с удовольствием, чтобы бежали к вам на занятия с радостью, а голоса их звучали звонко, выразительно, но без напряжения. Спасибо за внимание.